2 декабря исполнилось 125 лет со дня рождения видного государственного и политического деятеля Александра Гавриловича Габышева. Александр Гаврилович Габышев – один из организаторов модернизации Якутской АССР в 1930-х годов, был председателем Президиума ЯЦК, членом ЦИК СССР, депутатом Верховного Совета СССР первого созыва. В этот день в Нюрбинском районе прошли торжественные мероприятия в честь знаменитого земляка, а в Якутске у памятного барельефа на здании Академии наук Якутии по проспекту Ленина, дом 33, состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие земляки Александра Габышева и сотрудники Высшей научной организации Якутии. 2010 года Александр Габышев выдвигается членом и секретарем Вилюйского организационного уездного бюро РКП. Александр Гаврилович Габышев работает начальником бюро. Бо беге көлөне үшөйдү билеви тустуретин ен отун үйрете хеджевот хорохуен багар моменнара десе биле чаханы ологун ен беге пакадыс үшөйдү күрә пакка хеджевот текпен багаравын тоди да каблин бо келенер юненер көлөнага отан баян бага ханавны темета тоди да бо билен государственной политической строй улары еркинлер бәлерин клатерин урбутарын беге бекка билавет беге көлөне, но тем не менее ден это аргнаун тоди да бу историк улаттарга дөс кене чаханы ологон ен үшөйдү үйрө питтер болар ден мен бага ханавын отан тиердехмин багаравын. А так беге көлөне өйдү өткенлер улахан клатерин урбутарын бу политической государственной хайды дойдуларын хайдылары гарин бу туох үлетен туох кайдах олор буттарын беге бекка билавет. В Академии наук Якутии также 2 декабря состоялась встреча с участниками третьего потока программы «Муравьев. Амурский-2030», которая реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики при поддержке Школы управления Сколково. Цель программы – подготовка управленческой команды госслужащих для работы на Дальнем Востоке. К задачам проекта относятся поиск, отбор, обучение и трудоустройство специалистов на госслужбу или в институты развития ДФО сроком на 2 года. На встрече были обсуждены ключевые проекты Академии наук Якутии, которые могут оказаться полезными в программах, предлагаемых участниками третьего потока программы «Муравьев. Амурский-2030». Напомним, что выпускники программы работают в 11 регионах Дальнего Востока, занимая должности министров, заместителей министров, советников губернаторов, начальников управлений и заместителей глав муниципалитетов. Также они возглавляют региональные институты развития и проектные офисы Дальневосточного трека «Приоритет 2030» в ведущих вузах. На третьем потоке конкурс составил 80 человек на место. Заявки поступили из 89 субъектов Российской Федерации. Сегодня в программе обучаются 54 курсанта из 27 регионов. Готовы проговорить вопросы, которые мы группой накопали за полгода анализа. У нас 3 направления, то, что по проекту идет, это развитие креативной экономики, IT, и третье, то, что мы обратили внимание, это арктические науки. То есть реализовать это подготовку, в том числе кадров для вот этого объекта большого. Ну и хотелось бы, чтобы и ваша система подготовки, ваша организация или программа подготовки кадров в этом плане тоже отработали, ну и помогли. То есть, изучая лучшие мировые практики, надо выбирать то, что приводит к эффективности, к развитию, к повышению благополучия населения, при этом, понимая наши существующие реалии, не уходить в фантазии, а формировать краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные перспективы развития. По Муравьеву-Амурскому это название программы в честь губернатора Восточно-Сибирской губернии, который внес большой вклад в том, что к России были присоединены огромные территории возле Тихого океана, и при нем... То есть он для вас служит неким образцом?
Ну, это поставлено организаторами как один из тех вот людей, на которых надо ориентироваться, которые применил свои силы для развития Дальнего Востока России. Но есть продвижение, когда мы находим новые точки роста и, как бы реализуя которые, все узнают об успехах той или иной территории. Это как бы не информационное освещение, а это, ну, как сказать, делом показать, где есть некоторая уникальность. И вот все-таки мы смотрим больше в социально-экономическое развитие. Вот. А мировые практики — это как примеры того, где удавалось, например, сделать. Ну, вот, например, ходит рассуждение о том, что надо развивать туризм. Вот по-разному его пробуют развивать, там, вот, то ли природу показывают, то ли что-то. А есть, например, пример, как вот Новая Зеландия сняла фильм «Властелин колец». И просто со всего мира едут смотреть, ну, как сказать, места, в которых это было снято. У вас рядом кинокластер, у вас способ снять фильм, о котором узнают, и тем самым привлечь турпоток. До сих пор они реализовывались в том плане, что нам нужно как-то бороться с голодом. А вот у нас в Академии наук это ставится задачей, как это, наоборот, использовать. И, то есть считать, что это вот наше богатство. И вот строительство Всемирного центра Мамонта, оно у нас, чем, на мой взгляд, интересно это тем, что хотим создать действительно научный центр, куда бы приезжали ученые со всего мира. 3 декабря в Академии наук под эгидой научно-популярного журнала «Наука и техника» в Якутии прошел круглый стол «Наука и идеология» с обсуждением непростых объемных для одного круглого стола вопросов. Существует ли государственная идеология? Идеи суверенитета и федерализма. Идеи патриотизма и интернационализма. На обсуждении присутствовали 4 академика: генерал юстиции, доктора философских, исторических, геолого-минералогических, технических и экономических наук, кандидаты философских, исторических и политических наук, аспиранты ЯНС, САРАН и СФУ. В образовательный процесс